Он знал секреты, которые могли изменить ход истории. Он был полиглотом и мог стать кем угодно – арабским торговцем, европейским дипломатом или советским ученым. Но в отличие от Джеймса Бонда, его имя вы не найдете в учебниках. Абдулат Сароев – разведчик, чей архив до сих пор засекречен. Что мы знаем о нем и почему о таких людях вспоминают только после их смерти? Человек-легенда, железный парень, Володя, сын ингушского народа. Родился Абдулат Сароев в Назране в августе 1919 года, через месяц после гибели отца в борьбе против деникинских и бичераховских банд на Северном Кавказе. Мать Кейна Албастовна рано приобщила сына к труду. В школе мальчик был активистом, комсомольским вожаком, заводила интересных дел. И многие были удивлены, узнав, что он выбрал не очень популярную тогда в народе профессию артиста. Но Абдулат не отступил от своей мечты, своего выбора. Он поступил в Московский театральный институт. Окончил 2 курса, но затем его забирают из города Москвы Краснопресненским районным военкоматом на службу в Красную армию. Он оканчивает в Беларуси курсы старших сержантов и, в общем-то, оттуда отправляется на фронт. Боевое крещение Абдулат Сароев получил в первый день Великой Отечественной в 6 километрах от Бреста. Там, командуя ротой, прикрывал отступление Красной армии. Когда от батальона, куда входила и рота Сароева, осталось лишь 40 человек, они решили выйти из вражеского окружения. Выходили с кровопролитными боями, в походах пополняя отряд людьми, преимущественно из красноармейцев, попавших также в окружение. При непосредственном участии и под руководством Абдулы в августе 1941 года была разгромлена немецкая комендатура в Кличеве, убит фашистский ставленник комендант, освобождены из застенков комендатуры около 30 советских граждан. Он побывал в самом глубоком тылу врага, где шли очень ожесточенные бои и операции, которые ему поручались. Они были довольно-таки сложные, но выполнял он их блестяще. То есть за вот эти награды, которые он получил, это не просто награды, это боевые награды, которые давались непосредственно именно когда шла война. И орден Красной Звезды его просто так не дают, его дают именно в момент за очень сильный подвиг. То есть все эти подвиги были один за другим. В Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова бережно хранят память об известном партизане, разведчике, который навсегда прославил весь ингушский народ. Один из самых важных экспонатов, как признаются сотрудники музея, его личная винтовка. А центральное место в экспозиции «Защитники Москвы» занимает книга «Сильные духом». Прослужил он до 1947 года, а затем уехал к своим родным в Казахстан. И у нас есть очень много документов. Один из них довольно-таки интересен, где пишет сам Абдулат Дудевич Сароев на имя министра, где он говорит, что он прослужил МГБ, МВД, в общем-то, Советского Союза, и, в общем-то, внес большой вклад. Там же отмечается, что и на этой же войне Великой Отечественной погиб и его брат в 1942 году под Сталинградом. Напоминанием потомкам о легендарном партизане и разведчике служит и Ингушский горский кадетский корпус, который носит его имя. Его кадеты доказывают, что они лучшие среди курсантов страны, не раз показывали отличную военную подготовку на различных соревнованиях как регионального масштаба, так и всей России. Подвиги разведчиков были отмечены орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалью за оборону Москвы и медалью партизану Отечественной войны 1-й степени и многими другими. Амина Зязикова, Мавладгири Ахильгов, Магаз 24.